Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В Сосногорске распахнула двери первая модельная библиотека для детей и юношества. Ее модернизация стала возможна благодаря реализации национального проекта «Культура». Как преобразился храм книги и что нового ждет его посетителей, узнала Елена Двожик. Есть по соседству библиотека, в ней все царства словно в аптеке. От коварства, глупости, лени, вечер книги без промедлений. Ремонт в этих помещениях шел полгода. За считанные месяцы пространство библиотеки преобразилось до неузнаваемости. Теперь здесь нет привычных читального зала и абонемента. Арт-холл и коворкинг-зоны для общения. Зал-трансформер для игр, детский уголок для самых маленьких и многое другое. Удивительно, что библиотека теперь оснащена по последнему слову техники. Более того, теперь у посетителей появился доступ к национальной электронной библиотеке посредством сети интернет. Темп жизни меняется, людей наших. Соответственно, нам надо и отношение к культуре пересматривать. И в этом плане мы, естественно, постараемся сделать все возможное, чтобы заинтересовать жителей нашего города, чтобы им было комфортно и уютно в этой библиотеке. Я думаю, что вот такая трансформация этой библиотеки, я скажу, в мультимедийный центр, она удовлетворит все высокие потребности наших горожан. И очень надеюсь, уверен, что станет центром притяжения наших жителей. В новой библиотеке продумано все до мелочей. Открытые стеллажи, удобные кресла, яркие, создающие особое настроение акценты. Без интересной книги и собеседника здесь не останется никто. Главное, здесь продумано пространство для каждого возраста, для каждого читателя. Это самое главное. Каждому дать возможность найти свое место или свое занятие здесь. Такой большой дом, где все должны ужиться. На капитальный ремонт, обучение персонала и приобретение специального оборудования из федерального и местного бюджетов было выделено 8,5 миллионов рублей. О том, что наш регион занимает лидирующие позиции в стране по количеству открытых библиотек модельного стандарта, в своей приветственной речи отметил министр культуры, туризма и архивного отдела Сергей Емельянов. Благодаря таким учреждениям, во-первых, конечно, мы сохраняем, так сказать, условия для развития наших детей на территории. Ну и, конечно же, вы знаете, такие качественные, ультрасовременные учреждения сегодня нужны любой территории для того, чтобы улучшать постоянно, осовременивать возможности для развития детей и молодежи. Он также поблагодарил руководство муниципалитета за пристальное внимание и хозяйский подход к реализации этого проекта. И отметил, что открытие в Сосногорске модельной библиотеки нового поколения – это яркое доказательство того, что район уверенно смотрит в будущее. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Город и район – это не здания и дороги, а люди, которые вложили и вкладывают свой труд в развитие и процветание муниципалитета для того, чтобы быть уверенными, что каждый день был прожит не зря. 40-летие района – это прежде всего праздник его жителей. В начале декабря в администрации района состоялась встреча главы района с ветеранами. О чем говорили за круглым столом, подробнее в нашем материале. Формат встречи был выбран не случайно. Непринужденная обстановка, диалог, и вот уже участники встречи рассказывают о себе. У многих истории похожи. Прибыл на север по распределению на 3 года, а остался на всю жизнь. Каждая история по-своему уникальна, но всех их объединяет любовь к Сосногорску. На встрече прозвучали воспоминания бывших первых лиц города, бравших на себя ответственность и за большие производства, и за строительство жилья, и за развитие строящегося района. Передовики производства остаются активными и на пенсии, продолжая интересоваться будущим района. Сергей Дегтяренко посвятил участников встречи в планы развития. Он также поздравил собравшихся с праздником, пожелал всем здоровья и долголетия. Вы имеете непосредственное отношение к этой дате. Каждый из вас в свое время возглавлял организацию либо учреждение. Вы являетесь представителями разных профессий и отраслей. И своим трудом и талантом вы заслужили уважение. И именно, наверное, благодаря вам мы обязаны вот нынешнему облику нашего муниципалитета. Я от всей души благодарю вас за ваш профессионализм,
за ваш самоотверженный труд, за вашу преданность своему делу и, конечно же, за большой вклад в развитие нашего родного Сосногорского района. Встреча получилась интересной. 2 часа пролетели незаметно. Ее участники выразили надежду, что встречаться станут чаще. Глава района это подтвердил. Влада Гришаева, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 3 декабря во всем мире отмечался Международный день инвалидов. В Сосногорске празднику было посвящено множество мероприятий. Одним из них стал концерт сосногорского ансамбля «Надежда», который в этом году отметил свой юбилей. Большим праздничным концертом ансамбль песни «Надежда» отметил 15-летие творческой деятельности коллектива. На сцене Дома культуры «Горизонт» виновников торжества чествовали гости праздника. Сегодня весь мир отмечает Международный день инвалидов, а мы в Сосногорске отмечаем День людей с безграничными возможностями. И наши жители, горожане, сосногорцы доказывают это своим участием в спорте, своими спортивными достижениями, в творчестве, в рукоделии. И яркий пример тому – замечательный ансамбль с поэтическим названием «Надежда», который стоит сейчас на этой сцене и радует нас своим творчеством. Первое появление ансамбля на сцене состоялось 14 апреля 2004 года. У его истоков стояли 14 энтузиастов Сосногорского общества инвалидов. На сегодняшний день ни одно праздничное мероприятие не обходится без песен этого коллектива. Разрешите от имени всех работников культуры поздравить вас сегодня от чистого сердца с 15-летним юбилеем. Вот уже 15 лет ваш ансамбль радует нас своим песенным творчеством, своим талантом, своим мастерством и своими улыбками. Уже 15 лет ваш ансамбль является неоднократным участником всех районных и республиканских мероприятий. Среди участников ансамбля представители разных возрастов, но всех их объединяет желание приобщиться к народному творчеству и нести культуру людям. С самого начала деятельности коллектива обнаружилась активная жизненная позиция и стремление к живым контактам со зрителем. Как и всегда, коллектив радовал всех любителей русской песни не только хоровым, но и сольным исполнением. Зрители тепло встречали творческие поздравления от юбиляров, даря им взамен свои громкие аплодисменты. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Вопросы предоставления льгот инвалидам обсудили во время прямой линии, организованной общественной приемной главы Республики Коми по Сосногорскому району. На вопросы граждан отвечала заместитель директора Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сосногорска Алена Шилова. Все вопросы, прозвучавшие во время прямой линии, касались мер социальной поддержки, предоставляемых людям с инвалидностью. Так, одна из горожанок поинтересовалась, возмещаются ли расходы на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно инвалиду второй группы. Оказалось, что на возмещение произведенных расходов могут рассчитывать инвалиды первой и второй групп, а также дети-инвалиды. Возмещаются расходы при условии наличия у них решения комиссии Минздрава Республики Коми о направлении в лечебные учреждения Российской Федерации в случае отсутствия услуг по лечению и обследованию в Республике Коми. Еще одна льгота, касающаяся всех инвалидов, это меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Кто-то получает большую сумму, кто-то меньшую. От чего это зависит, спросила инвалид второй группы Валентина Александровна. Меры социальной поддержки зависят от того, муниципальное это жилье или частное. Какое у вас жилье? Приватизированное? Приватизированное. Вы получаете 2 суммами, да, льготу? Да. Одна идет фиксированная каждый месяц. Это 314. Да, это по оплате жилого помещения для инвалидов, у которых жилье приватизированное. Это дополнительная мера соцподдержки от Республики Коми. Так. Вторая сумма у вас идет из федерального бюджета на все остальные услуги. И зависит она
от того, сколько у вас прописано человек, и от нормативов потребления коммунальных услуг. Поэтому даже если вы инвалид второй группы и проживаете в том же доме, у вас будет отличаться сумма, которую вы получаете от вашей соседки, к примеру. Получить консультацию и дополнительную информацию по мерам социальной поддержки можно по телефону 6 60 18. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Не за горами Новый год. Для детей этот праздник особенный и долгожданный. А для кого-то это еще и возможность поверить в волшебство. В преддверии этого чудесного праздника Центр социальной защиты населения Сосногорска продолжает акцию «Подари ребенку чудо», направленную на благотворительную помощь нуждающимся детям. Как принять участие в добром деле? Подробнее в нашем материале. Ежегодная благотворительная акция «Подари ребенку чудо», организованная специалистами территориального центра соцобслуживания населения, проводится для того, чтобы у каждого ребенка, несмотря ни на какие жизненные сложности, появилось ощущение праздника. Цель акции – это привлечение внимания широкого круга общественности к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в силу каких-либо жизненных обстоятельств. Участниками акции могут быть как неравнодушные жители нашего города, так и организации и индивидуальные предприниматели. Одним словом, все добровольцы, которые желают помочь детям. Подарком может стать все, что угодно, от традиционных новогодних сладостей до разнообразных игрушек. Все то, что поможет сделать ребенка чуточку счастливее. Новогодние подарки, собранные в результате акции, вручатся детям адресно на дому или на новогодних утренниках. Целевая группа – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и дети с ограниченными возможностями. Каждый взрослый может подарить ребенку частичку тепла, любви и заботы. Помочь ему поверить, что счастье есть и чудо случается. Сделать доброе дело можно уже сейчас по адресу город Сосногорск, улица Оплеснина, дом 20, кабинет номер 3. Более подробная информация по телефону 5 72 82 либо 6 97 93. Елена Двожак, Вести Тимана, Сосногорск. А теперь коротко о погоде на ближайшие дни. После влияния атмосферного фронта ожидаются сильные снегопады. Температура воздуха прогнозируется достаточно теплая. Так, по ночам ожидается до 2 градусов мороза. А уже днем столбик термометра опустится до -4, -7 градусов. На сегодня это все. Новая информация в следующих выпусках нашей программы. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных.